Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества Крыма темы и приглашаем наиболее интересных, содержательных собеседников. Вот сегодняшнюю беседу с собеседником, которую вы скоро очень увидите, я хочу построить немножко иначе, чем обычно, потому что он очень частый гость в эфире канала АТР, но я больше хочу сегодня поговорить с этим человеком не как с бывшим государственным деятелем, и плохое слово чиновником, вот, и не как даже с политиком, а как с человеком. У нас в гостях бывший министр социального развития Украины Андрей Рева. Салам алейкум. Добрый день. Я долго думал, как правильно ответить. Алейкум салям, правильно. Я понял. Вот. Что хочу сказать. Во-первых, как всякий раз, когда вы к нам приходите, я говорю зрителям и вам в глаза, что вы человек, который относились и к крымским татарам, и к каналу АТР с эмпатией. Вот чего мы часто не видим сейчас в глазах нынешних чиновников. Не всех, но многих, скажем так, принимающих решения. Вот это непонимание того, сведомое, подсведомое, просто равнодушие, кто мы такие, кто такие храмлы. Я надеюсь, что до крымской платформы это понимание немножко оформится, потому что все-таки на встречу с другими странами нужно идти хотя бы полностью выучив свои уроки, то есть, да, чтобы другие что-то спрашивать и предлагать. И я надеюсь, мы вот прям политику секущую пропускаем, потому что я давно мечтал с вами поговорить о смыслах и об истории, об аналогии, о всяких аналогиях и так далее. Потому что вы только с виду чиновник, а сейчас уже даже и с виду не очень чиновник. Вот, но у вас есть хобби, это история. Это правда? Это правда. С детства. Что особенно? У меня мама, понимаете, в чем? Это уже, наверное, семейное. Мама окончила исторический факультет Харьковского государственного университета в 1962 году. Вот. И потом, когда ей предлагали остаться там, в аспирантуре, писать диссертацию, она сказала, мое призвание в школе. Ее распределили, она начала работать в обыкновенном интернате под Харьковом. Это еще сложнее, чем школа, на самом деле. И она читала детям историю. У нее была огромная библиотека. И вот я, поскольку мама работала на двух работах, отца я не видел, потому что он железнодорожник, он все время был в разъездах. Вот эта огромная библиотека, которая у нее была, я вот эти книжки читал. Вот это первое, что я в своей жизни, честно говоря, прочитал. Это было очень интересно. Какие книги были в семье? Ну, я так понимаю, что художественная история, понятно, там у всех примерно одинаково тогда было, что было доступно. А вот специфично по истории? Были очень интересные книжки о Древнем Египте, о Древнем Риме и особенно о Древней Греции. Вот мама всегда интересовала древнейшая история. Вот, потому как я уже потом понял, что уже более современные какие-то вещи, они были настолько политизированы, заидеологизированы. И чтобы быть честным в отношении сложно там уже искать какой-то исторический смысл. А вот туда еще рука партии не дотянулась окончательно. Да, римскую историю не особенно переписывали. И греческую, и когда там не египетскую. было партийной организации, партийная литература, в общем. Ну, кстати говоря, вот фараонизация вождей, вот она сейчас в России происходит. Они строят эти, как их вот эти, Мавзолеи. как называют, мавзолеи? Вот эти Пирамиды. как это называется? Не забыл. Ну, в общем, короче, пирамидальные вот эти вот вещи сакральные, да, они строят эти храмы с этими куполами, саркофаги. Сейчас музей хотят построить, музей там слав в виде пятиконечной звезды. Это вообще ужас какой-то дьявольский. Я видел это, как какой-то монстр ползет, как таракан такой, как жаба какая-то. Страшно просто смотреть. Вот египетское что-то есть в современной жизни, кое-где. Египет вообще это очень, несмотря на то, что он изучен очень хорошо, но очень мистичная история, мистическая история Египта. Смотрите, практически до нас дошли только пирамиды, но они все практически были разграблены. Пирамиды. Единственная серьезно не разграбленная пирамида, это была пирамида Тутанхамона. Где его, собственно, и нашли. Собственно, его нашли. А самая интересная история самого Тутанхамона, ведь он был сыном Аменхотепа IV, который, в общем-то, совершил для Древнего Египта, в общем-то, революционные изменения. Он изменил культ божественный. Усилил, уменьшил. Если до
Аменхотепа IV египтяне поклонялись богу солнца Амону, Мгм. даже назывался у них Амон-Ра, Мгм. то он отменил этот культ и начал поклоняться солнечному диску, Атону. Мгм. И себя он назвал Эхнатон, угодный Атон. Даже, Мгм. кстати, его жена была Нефертити. Мгм. Ну, Вот. если убрать Нефертити, то чистый Путин. И, что интересно, он очень долго правил Египтом, разогнал всех этих вот жрецов, можно сказать, провел электоральную революцию. И вот когда он умер, стал фараоном малолетний, ну, как ему 19 лет было, Тутанхамон. Он тут же начал восстанавливать старую религию. Представьте, какие были довольны вот старые лица, которые вернулись к власти. Реванш был Реванш определенный. был полный, да. Значит, восстановили древнюю религию. И когда Тутанхамон умер в 19 лет, его похоронили. И это единственная гробница, которая не была разграблена. Почему? Ну вот как это объяснить? Бедно похоронили мальчика? Нет, хорошо похоронили. Извините меня, но все сокровища, так сказать, Тутанхамона, которые были раскопаны, и саму мумию нашли, что важно. Вот. Он оказался нетронутым. То есть единственный человек, который, в общем-то, совершил такое важное деяние для египетских богов, и его гробница дошла до наших дней не разграбленной. Можно как угодно это оценивать, но это исторический факт. Мы же знаем, в Гизе там стоят пирамиды, допустим, того же Хеопса. Ну, она просто самая большая. Сооружение. Да. Но они все разграблены, там ничего нет. Остались только, грубо говоря, остались их гробы. Вот интересно, для меня, ну, у меня, конечно, ни мама, ни историк была, и знания мои более отрывочные. Я по наитию интересовался. Меня интересовало два периода в истории. Сначала это Древний Рим, ну, Греция и Рим. Ну, это перетекающие друг другу вещи. Причем Рим республиканский, ровно до новой эры. Вот после мне уже было неинтересно почему-то. Вот когда там выборы были, интриги какие-то, вот это меня сильно интересовало. Ну и Греция, соответственно. Египет я знал плохо, вот в отличие от вас. И дальше меня заинтересовали лет 12 инки, майя и ацтеки. Вот эти цивилизации, которые были уничтожены европейцами потом, да, как они жили до. Вот в таком чистом экспериментальном виде, без колеса, там, без каких-то европейских, да, без пороха, там, без китайского и так далее. Вот. А все-таки нынешняя европейская цивилизация, она берет начало из Египта или все-таки из Греции? Египет — это тупик эволюции, вот, который сейчас возрождает вот это богов солнца, солнцеликих вождей в России. Это вот та ветка? Или как вот правильно сказать? Смотрите, Айдар, эти глобальные вопросы, как вообще цивилизация возникла, она немножко выходит за рамки самой истории. Почему? Потому что вот есть закономерность развития человеческого общества. Люди начинают создавать цивилизацию, когда у них нет недостатка в продуктах питания. Это уровень жизни. Это уровень жизни. То есть если вот человек весь световой день посвящает поискам пищи, у него не остается времени ни на культуру, он хочет просто выжить. И вот единственным способом, который позволял возникать цивилизации вследствие возникновения запаса продуктов, это было сельское хозяйство. И цивилизация возникла вокруг злаковых культур. И вокруг водных артерий. Вот смотрите, злаковые культуры. Таких злаковых культур в истории было 3. Первая — это пшеница. Вторая — это был рис. И третья — это была кукуруза. Я понял. Соответственно, для того, чтобы выращивать эти культуры, должны были быть определенные условия природно-климатические. То есть это должна была быть речка, там, где есть вода. Там должен быть очень теплый, мягкий климат. Там хороший должен быть грунт. Поэтому цивилизации возникали там, где были условия, где росли эти злаковые культуры. Кстати, академик Вавилов ткнул пальцем и сказал: смотрите, ищите здесь. И раскопали Иерихон, которому свыше 10 тысяч лет. Почему? Потому что ареал дикой пшеницы, вот он на Ближнем Востоке. То есть там, где она сама сеялась и давала большие урожаи. Ну, как большие? Вот она там была. Ну, запасы пшеница. создавались какие-то. Это женщины же придумали выращивать пшеницу.
То есть собирательство, вот они смотрели, вот это падает, а потом кто-то додумался, если вот оно упадет, оно вырастет там несколько, зачем же все съедать? Можно же потом посеять. В том же Египте климатические условия позволяют собирать 3 урожая в год. И там Нил, он разливается, он там несет значит, этот ил очень плодородный. Поэтому люди там садились. И вот там, где вот у них возникал избыток продуктов, там и возникала цивилизация. В долине речки Нил, в долине 2 речек Тигр и Ефрат, далее Инд и Ганг, и выше Амударья, Сырдарья. Вот междуречье, вот там вот это были очаги цивилизации. Поэтому вот эта вот цивилизация на основе пшеницы, это была индоевропейская цивилизация. Дальше возникала проблема, это Тибет, это Гималаи. Она отделяла Там рисовая Хуанхэ и Янзы, китайскую цивилизацию, где она была на основе риса. И вот это все, что там дальше Япония, там южнее там Вьетнам, там Таиланд. Вот они где-то в районе Бирмы сходились. Вот индийская цивилизация, вот это вот ответвление индоевропейской с китайской. Ну и плюс, а вот американская цивилизация, она возникла позже. Вот если посмотреть на людей, которые там вот населяли Америку, то они перешли через Берингов пролив, и они двигались с Северной Америки туда на юг. Соответственно, это требовало больше времени. Поэтому эта цивилизация, она уже возникла в Южной Америке, вот те же ацтеки, да, ацтеки в Мексике, Ну, инки самые, да, инки возникли, значит, в Южной Америке. из государства. Вот там вот уже кукуруза, она готова. Это злаковая культура, которая позволила, опять же, людям иметь запас продуктов. И второй очень важный элемент – это тягловая сила. Колесо тоже. Колесо, само собой, но кто-то же это колесо должен тянуть. Поэтому конь – это было очень важно. В той же пустыне, там же в Наравийском полуострове, это был верблюд, допустим. А в Южной и Центральной Америке лама. никого не было. Лама, она слабее любого из перечисленных И животных. тем не менее, вот лама, да. Поскольку там переход к оседлой цивилизации был позже, соответственно, когда европейцы прибыли в Америку, Они как бы в прошлое попали. они как бы попали в прошлое. Поэтому, естественно, имея технологическое преимущество, все остальное дальше уже было техникой. Когда 200 человек захватывали империю, инков с населением 8 миллионов. Ну, Да. конечно. Ну, а инки видели, вот человек на коне, они воспринимали это как божество, спустившееся с небес, и вообще не воспринимали как что-то единое. Вообще хитрые были испанцы. Вот они же, казалось бы, зачем ты, дурак, берешь с собой лошадь на эту каравеллу, которая вот так вот шатает, эта лошадь, там они умирали, и эту лошадь кормить, да? И непонятно сколько плыть. А вот зачем? Они вот преимущество свое показывают. Вот по поводу маминой книжки. Там, у нее была замечательная книжка, называлась «Нумизматика в школе». И вот там вот впервые я для себя открыл одну очень интересную вещь. Вот открыли Америку, да? Какое это имело влияние на ситуацию в Европе? Смотрите. Из Америки поплыли караваны с золотом и серебром. У испанских грандов начали образовываться огромные шальные единицы. Излишки. Как у нынешних шейхов нефтяных. И вот у них есть деньги. Что они хотели приобрести за эти деньги? Первое, это предметы роскоши, там, хорошую одежду, хорошую обувь, да, там, прочее. Значит, в моде была шерстяная одежда. Но для того, чтобы шерсть производить, нужно выпасать овец. Нужна сырьевая база. Соответственно, в Англии началось огораживание. Крестьян просто выгоняли из земли. Урожаи там пшеницы были небольшие, но зато пастбище замечательное, туманном Альбионе. Соответственно, значит, овец разводили, стригли, везли в Голландию на переработку этой шерсти. Позже начали делать суконные мануфактуры уже в самой Голландия Англии. была колонией Испании тогда. Естественно. Вот там вот это все дело происходило. Дальше произведенное сукно везли в Италию. Там делали какие-то там эти вещи. Потом покупала Испания. Так возникал общий рынок. Но второе, очень интересная вещь. То есть, если в Англии людей изгоняли с земли, вот представьте себе, промышленности нет, люди ходят, работы нет. Чем они могут заниматься? Они ходят, занимаются попрошайничеством. Его ловят первый раз, бьют кнутом. Второй раз ловят, отсекают ухо и ставят клеймо. Третий раз ловят, вешают. Ну что людям, вот куда деваться? Естественно, люди уходили туда, где можно что-то подзаработать. Тем более коммуникации из Южной Америки в Европу, это же Атлантический океан, вот вам пиратство.
Это тоже, кстати, явление, которое вот казачество. Доказательство, хотел сказать. Это то же самое. То есть они перехватывали эти торговые пути, они там, значит, грабили этих испанцев, и с этого дела жили. И, кстати, легализация капиталов тоже в Британии произошла. Вот когда Фрэнсис Дрейк первый раз поплыл, значит, разграбил испанцев, они его ждали возле острова Новая Огненная Земля, но он не хотел нарываться, он оплыл остров Огненная Земля. Оказалось, что между Антарктидой и островом Огненная Земля есть пролив. Он сегодня называется пролив Дрейка. Вернулся в Англию, вот, и не мог сойти на землю. Потому как у него же капиталы были нажиты нечестным путем. Что с ним делать? Испанцы требуют его выдачи, он с этими капиталами стоит в порту и не может сойти на берег. И к нему приходит английская королева Елизавета I. Она приходит к нему на корабль. Лично. Лично. И хитрый пират, увидев королеву, у него был один глаз, второй был выбит в боях, он сделал вот такой жест. Заслонился, как от солнца. Ну, королеве это понравилось, кстати, это приветствие военно-морских сил сегодня в Великобритании. Да. Она смотрела все, что происходило, и сказала, ну, очень хорошо. Вы должны заплатить налог. 10%. Естественно, 10%? естественно, он тут же заплатил налог. Ему было разрешено сойти на Был берег. антиолигархический закон. Да не было там антиолигархического. Это была Легализация капиталов, да, капиталов, да. нажитых Да. нечестным путем. Да. После чего Дрейк, значит, опять поплыл. Опять разграбил там испанцев. А теперь они уже держали полностью периметр. И тогда он пошел через Тихий океан, совершил второе кругосветное путешествие и вернулся в Британию. Кстати, ему за все эти пиратские успехи даже присвоили звание барона. Он был дворянином. А не лордом? Нет, не лордом. Барона. То есть он получил титул. Это что в Европе. Теперь берем Украину. Значит, второе, что требовали испанские гранды, это хорошее питание. Что происходит, если на рынке мало продуктов, а много золота? Что с продуктами происходит? Продукты дорожают. Конечно. И, значит, становится выгодно. На вес золота, вот эта фраза. Их начинают выгодно производить. В 15 раз цены на хлеб прыгнули благодаря открытию Америки. И, естественно, польские магнаты, которые, в общем-то, получили возможность идти в Украину, они идут сюда. Земли много. Они захватывают огромные площади. Им нужны рабочие руки. Они начинают закрепощать вот этих крестьян, заставлять их выполнять определенные повинности. Почему? Потому что они берут это зерно, продают там и получают за это огромные деньги. Крестьянам, естественно, копейки, как положено в феодальных Нет, обществах. просто, они бесплатно за работают. еду просто. За За еду. возможность жить. Что происходит с крестьянами, которые не хотят подчиняться? Они убегают за Днепр на пороге, Вооружаются. и там уходили в пираты, здесь уходили куда? В казаки. Ну и дальше Крым, Турция. Все то же самое. Я все думал, как вы подберетесь к этой теме. Есть такое стихотворение Иосифа Бродского, ну, по-разному к нему можно относиться как к человеку, но поэт он хороший. И есть у него такое, по-моему, мексиканский дивертисмент, такое стихотворение, да, из кусочка состоит. И он пишет про Мексику там, дословно почти, по-моему, я сейчас процитирую. «Нашествие испанцев есть местный комплекс Золотой Орды. С той разницей, впрочем, что испанцы действительно разжились золотишком. Да потому что здесь золота не было. Здесь все было по-другому совсем». На самом деле, вот, есть хороший такой историк в Украине, Алексей Петрович Толочко. Не Петр Петрович, который у нас известный сторонник русского мира, и он археолог, а его сын, Алексей Петрович, я считаю, один из лучших украинских историков, который вот занимался проблемой происхождения Руси. И вот он абсолютно справедливо пишет, что основой экономики до создания государства это была работа-торговля. Зачем сюда являлись, извините, варяги? Что значит путь из варяг в греки? Можно подумать, что это был торговый путь. Как бы не так. Приезжала банда, извините меня, оттуда. Сплавлялась по рекам. Сплавлялась по рекам, значит, выкупали там каких-то там пленных там и прочих там лишних человечков. И дальше их привозили в Константинополь, продавали. За это получали золото, там, паволоки и все прочее. Потом они поняли, что можно, в общем-то, заниматься этим бизнесом на промышленной основе. То есть мы садимся здесь, зимой мы ездим, собираем, с весны едем туда, значит, и торгуем. Ну, естественно, грабим. Ну, как же без этого?
И вот фактически 3 договора, которые мы можем отследить по византийским хроникам, это и есть письменные свидетельства реальные. Потому что повесть временных лет — это, в общем-то, легендарная вещь. А вот эти вещи — это вот то, что реально было. И как восстановить хронику событий, вообще картину всего происходящего, он говорит: да посмотрите, как работала Остинская компания, как работали португальцы в Африке. Это то же самое. Это была нормальная торговая компания по отлавливанию рабов и продаже их туда. Это очень нравится, кстати, нашим национальным историкам, это правда. Потому что никто не хочет этот момент выкачивать. Смотрите, Андрей, очень интересно. Хорошо, что затронули эту тему. Я просто, когда начинают вот эту ерунду рассказывать, что вот крымские татары угоняли в рабство, а значит, кругом все играли на виолончелях, арфы, нимфы, значит, и так далее. И тут, значит, дикари, которых называют общим словом татары, которые все жгли и так далее, все это смешано в кучу и в голову запихнуто, да. Тогда, во-первых, не было национальных государств фактически. Во-вторых, может быть, Венгрия была национальным государством тогда, не знаю. Слишком особенный народ. Тогда было феодальное право. Тогда человек считался добычей, такой же релевантной, тем более в отсутствии золота, как мы выяснили. Да? Вот, и занимались этим абсолютно все. И в связи с этим Украина, Крым, Речь Посполита, Литовское княжество. Как это все варилось и почему в итоге все эти страны в итоге проиграли Московии? Интересно, понимаете? Вот пришли, как мы их называем, монголо-татары. Ох, какое определение прекрасное, конечно. Понимаете, в чем дело? Ну, по большому счету, ведь вот очень хорошо Милян Прицак это все описал. Это выдающийся человек. В Стамбуле при слове Прицак все встают. Он несколько десятилетий возглавлял кафедру тюркологии в Гарварде. Прицак считается одним из лучших мировых светил именно в области тюркологии. Это наш украинский выдающийся историк, автор шеститомной работы «The Origin of Rus», «Походження Руси». Класс. Человек, который Я не владел, читал, внимание, 54 языками, который в оригинале прочитал все рукописи, которые относятся к периоду создания Руси, происхождения. То есть он работал с старонорвежскими, староскандинавскими, там, исландскими сагами. И видел и держал эти записанные саги, читал их в оригинале. В Стамбуле работал. Он знал Это, собственно, все, что имеет смысл для историка. Не пересказы, а документы. Он первоисточники. Не просто у кого-то прочитал, он видел их и читал их реально. И вот его, конечно, работа фантастическая. К сожалению, в Украине вышло только 2 тома из 6. Сейчас ведется работа над 3-м томом. Вот. И вот он говорит, что, ребята, по большому счету, государственно-политические структуры, которые возникают у разных народов, они имеют в основе, в общем-то, сходные причины. Вы можете посмотреть, как это у других было, и приблизительно понимать, как это происходило у вас. Ничего тут такого сверхъестественного. Есть какие-то особенности, но принцип тот же. Вот. Работорговля. Работорговля была издревле. А чем греки здесь занимались? На берегах вот Ольвия, там, Херсонес, У греков Тира. рабы за людей не считались. Конечно. Мы же знаем, что это самое худшее отношение Так к рабам что? было в Древней Греции, а не в Османской империи, Скажите, например, или в пожалуйста, Крымском вот Тира, государстве. Борисфен, там, Боспор и так дальше. Что это такое? Это были, в общем-то, сборные пункты, были скифы. Они привозили рабов, продавали грекам. Греки им выменивали там на вино, там, на какие-то произведения ремесленные и прочее. Это нормальный обмен. Потому что, когда нам рассказывают о том, что из Северного Причерноморья возили хлеб, это смешно. Хлеб возили из Египта. И ближе, и урожая 3, да, и дешевле. И гораздо более качественно. Да, поставщик Древнего Рима всегда был Египет. Конечно. Да. И всего Древнего Всего мира. Средиземноморья. Вот кто владел Египтом, тот имел продовольственную базу. А именно поэтому за него войны за Совершенно влияние. верно, да. А вот что касается Северного Причерноморья, где скифы, в общем-то, обитали, они продавали пленников. Это была нормальная работорговля. Посредниками были греки. Греки не любят это, чтобы это рассказать. Но это правда.
То есть оттуда шли вот рабы в Грецию. А знаете, маленький, чуть перебью чуть-чуть, ну Да. просто это интересно. Все говорят, там вот эта легенда такая, что вот злые татары всех угоняли, украинцев там туда. Ну я там опущу, что тогда и может быть это по-другому все и называлось, но рабство в Османской империи длилось максимально 6 лет. А в то же время в Российской империи оно было пожизненное, наследуемое, и дети были как котята и так далее. А в Османской империи, если ты принимал религию государственную, то вообще ты становился свободным быстрее. То есть это было скорее не рабство, а освобождение по сравнению с крепостным правом. Здесь. Айдар, любая империя, которая создается, она требует рабочих рук. Да. Вы же не будете своих соплеменников заставлять какие-то тяжелые работы делать. Вы, если пленников мало, вам требуется где-то их взять. Ну, любая империя. Или это арабский халифат, или это Византия. Я вспомнил Москву сейчас. Там же работают только таджики, Конечно, киргизы таджики, и узбеки. Да. Ну а как? Нет, ну москвичи пойдут работать Да на ну, тяжелую спасибо. работу. Я вас прошу. Да. Ну, пойдут на тяжелые работы, когда Аркадий Бабченко на Абрамсе приедет, тогда доцент заставит. Доцент заставит. И вот когда была Византия, Византийская империя, да, были русы, были варяги, они были посредниками в работорговле. Когда Византия перестала быть платежеспособной, пришли турки. И вот ведь по большому счету, вот когда была Монгольская империя, ну, скажем, Золотая Орда, ведь между Крымом и Польшей, между Крымом и Европой посредником были армяне. Вот огромное количество вот армянских церквей. Именно поэтому армянские церкви в Крыму, поэтому во Львове. Да, совершенно верно. Примерно одного времени. Вот да. они осуществляли вот эту торговлю, потому что ехать из Крыма туда, вот армяне этим занимались в течение практически всего Золотоордынского А почему? времени. У них была своеобразная, как бы почти отдельная даже от окружающих христиан религия, поэтому, Да. то есть они были нейтральны по отношению Да. к тем их. И вот они, когда, ну там были сложные, я не хочу сейчас говорить о процессах, которые шли в Армении, им пришлось расселяться как евреям в свое время. Не, да? мы это не будем Бежать трогать, тем более, оттуда. что да. И вот они компактно Сложный жили. вопрос. И, кстати, по большому счету, их привлекали вот именно как торговых агентов. Они очень хорошо коммерцией занимались. Им давали возможность проживать. Кстати, была очень анекдотическая история, когда поляки решили произвести инвентаризацию, и решили, значить, некоторые громади свого міста Львова позбавити певних преференций. И от армян потребовали, чтобы они доказали, что они тоже древние жители Львова. Ну, честно говоря, армяне очень серьезную роль сыграли в становлении древнего Львова. Их привлекал еще князь Даниил Галицкий, там, Лев и так дальше, его сын. И вот тогда возникла знаменитая история с грамотой во Львове. Появилась грамота, армяне ее представили, значит, на суд. Там некий князь Дмитрий в 1050 каком-то году, значит, обратился, значит, к местным армянам, что если вы придете, то я вам дам там возможность жить там и то, и то, и то, и то, и то. И, кстати, в 1954 году по этому поводу было очень большое мероприятие в городе Каменец-Подольске. Там тоже, кстати, была большая армянская диаспора. Туда, дело в том, что ее организовал Микола Бажан. Он был сам родом оттуда. И для усиления эффекта, потому что все, кто сомневались, что 900 лет городу, он привез не кого-нибудь, а самого академика Тихомирова. Тихомиров там выступал и сказал, что вот тут некоторые сомневаются. А я хочу сказать, что вот есть армянская грамота 1054 года, поэтому 1062 года, 1962 год это был. Значит, ну вот, армяне люди приличные, поэтому да. Эту грамоту так никто не увидел. Кстати, армяне выиграли процесс. За ними привилегии во Львове были закреплены. Грамота исчезла, но она осталась, и текст ее остался вот в польском Андрей, мне документе. напомнил анекдот. Это как приходят в собес ветераны войны Куликовской Да, битвы. Куликовской Говорит, не знаю, говорит, ну от татар откуда-то достает документы. А что касается многонациональности, просто мы живем в современном мире, не представляем много. Вот столица Золотой Орды, Орды, Белой Орды, вот это город Сарай, из которого потом был построен еще 2 города, но он разрушен полностью. Там раскапывал, в том числе мой товарищ там копал. Так вот там были кварталы еврейские, армянские, тюркские, Да. какие угодно. И мы представляем тот мир, мы вот сейчас летаем на самолетах, там, ну, на чем-то ездим, думаем, вот мы такие быстрые. А как раньше-то жили? А вот жили, в Крыму находили китайские монеты, их находили вдоль Волги. Там, и так период далее. Золотой Орды абсолютно в Украине не изучен. Когда Ольгерд завоевал эти территории, вот он на Синей воде разбил в 1362 году
татар, 3 татарских ханов. Там же тоже отдельная история, как это происходило. Мамай воевал с главным ханом. Но Мамай не был чингизид, он не имел права на Он престол. был Да. женат на дочери Чингизида. И он при ее отце был Бекляребеком, канцлером по-нашему. Он не мог выше прыгнуть формально. Не мог. Но Да. поскольку хан был ленивый, он передал Мамаю управление. И Мамай практически 2 года управлял огромной империей. И ему понравилось. А потом его у хана убили и вырезали всех тех, сторонников. Но его не тронули, потому как он женат на дочери. Потом, когда убили и последнего вот этого отпрыска, Мамай понял, что нужно делать. Он взял какого-то там мелкого хана Абдуллаха, сказал, ты будешь главным, а я при тебе, вроде бы как. И вот он начал воевать за столицу. Столица была на Волге. А за спиной у него Днепр. А за Днепром тоже орды. Они Мамая не признают. Что с ними делать? Он договорился с князем Ольгардом и предложил ему, давай ты ими займись, я тебе выпишу ярлык на эти земли. Ольгард пришел как союзник Мамая. Он разбил этих товарищей и получил право. Вот Великое княжество Литовское до Днепра. Оно, кстати, он имел ярлык от самого хана Абдуллаха, фактически от Мамая, на управление этими землями. И, в общем-то, нормально, мирно они жили. И, кстати, когда Тахтамыш убегал соответственно, убегал он к литовцам, после того, как пришел, извините меня, не кто-нибудь, а великий Тамерлан, и разбил Тахтамыша, считал, что он вообще узурпатор. Тахтамыш сподвиг князя Витовта идти походом против Тамерлана. И вот под Полтавой, в районе села Тахтаулово, там была знаменитая битва на Ворске. Там была разбита и уничтожена вся литовская армия. Погибли все фактически древние князья. Украинские, белорусские. Полегли. И вот поражение вот это вот от... Какой год? Это 1399 год. И фактически после этого Литва вынуждена была просить помощи у Польши. Потому как, Отсюда уния вот эта. там несколько Ну, было да, несколько, уний, да. вот, а в том числе, да. И после этого укрепляются они в Крыму, товарищи. В общем, там отношения были абсолютно нормальные между Литвой и Крымом, потому что Литва владела этими землями. Мы до сих пор, вот даже на сознательном, подсознательном, на любом уровне Вильнюс, ментальном. поедете, караимские там поселки у нас, до сих нет, пор. у нас первый хан где родился? В Тракае. Такая. Это правда. То есть это был союз. Что произошло потом? Потом пришли турки. В 1475 году они подчинили фактически Крымское ханство себе. И Крымский хан стал вассалом. И вот с этого момента его возможности были очень сильно ограничены. Чего требовал турецкий султан? Рабочих рук. Вот походы крымских татар в Украину имели целью обеспечить турецкое государство рабочими руками. Но как обеспечили, Роксолана может рассказать. Рабыня, да? Ужасно принижена жінка. Вот. И турецкая гвардия, янычары, да, наша формировалась не из турков. Не из турков. Это империя были была. все, Это это надо была просто империя. четко понимать. Это надо понимать. Это было время империи, а не национальных государств. Более страшного рабства, конечно, чем крепостное в России, не было нигде. Это было классическое рабство, когда человек был вещью, можно было купить, обменять, убить. Древнегреческий вариант. Только холодно. Хуже. Только холодно. И, пожалуй, хуже. Греки все-таки, они как-то вот были более цивилизованы. Более образованный. Цивилизованные больше. Все-таки вот, не было такого страшной вещи. Вот, поэтому там было очень сложно. Ведь взаимоотношения между крымскими татарами и украинцами, вот если там, извините меня, находится Запорожская сечь, значит, эти ходят сюда, эти ходят туда. Собирались очень интересные ребята, очень интересные отношения между ними были. Ведь что сделал Хмельницкий? Он совершил переворот в отношениях. Он явился к крымскому хану и сказал: слушайте, что мы все время с вами воюем? Давайте мы вместе с вами воюем с польским королем. Как? О чем вы говорите? Не, серьезно. Он не поверил. Но когда Хмельницкий оставил своего старшего сына, Это традиция такая была. да, конечно, мало ли, там, наврал, там, и прочее. Он дал ему Тугай-бея с Ордой, а Тугай-бей пошел. И Хмельницкий почему не мог начать войну с поляками? Попробуй с ними повоюй. У них лучшая кавалерия в Европе.
Под Веной в 1683 году кто разбил турков? Ян Собеский. Ну, кавалерия, Польская кавалерия — это танковые войска. Ну, это да. Если на нынешний это день. все, да. Это, ну, в то время. Ничего нельзя противопоставить. Извините, в 1920 году под стенами Варшавы, Варшавское чудо, чудо на Висле, кто организовал? Польские кавалеристы. Польская кавалерия. Она остановила Красную кавалерию. Не пустила. И воевать с поляками без кавалерии было невозможно. И тут приходит Хмельницкий, 10 тысяч крымских татар. Это единственная кавалерия, способна противостоять польским драгунам. Почему Хмельницкий никогда не воевал с поляками без поддержки татар и крымского хана? Без кавалерии нельзя против поляков устоять. Просто нельзя. Это сразу поражение. И вот, имея такой кавалерийский корпус, естественно, он пошел дальше. И очень хорошо двигался. И Тугай-бей принимал участие в военных действиях против поляков до 1651 года. Ведь он погиб под Берестечком. Говорят, хан убежал. Хан ушел, но Тугай-бей остался. Он там погиб, под Берестечком. Это какая область? Это Волынь. Вот эта страшная битва 1651 года, это страшная. Кстати, есть у Лины Костенко поэма «Берестечко». Андрей, а почему до сих пор... Розломлять, підгризуть, як миші, як полівка. Всі хочуть булави, всі борються за власть. Тож буде булава, як макова голівка. Отак потарахтять, і знову хтось продасть. Не той, так той. Там зрада, там злодійство, там вигнали самка, обрали слимака, там наливайківці побили слободівцями, там ті об тих зламали держака. Ще хтось про когось вигадає байку, усі ворота чорні від смоли. Ті шило поміняли вже на швайку, а ті в орли тетерю призвели. Там вибрали якогось чоловічка і думають, що то вже Віфлеєм. Ще й прізвище хороше. Заплюй свічка. Отак одне одного і заплюємо. Отак воно йдеться до руїни. Отак ми загрузаємо в убостві. Є боротьба за долю України. Все інше – то велике мискоборство. Так писала Лина Костенко в поеме «Берестечко». Это одна из центральных событий украинской истории. Берестечко. Вот там Тугай-бей погиб. Он там лежит. Почему так туго нам дается осознание совместной истории? Я простой пример приведу, даже не сильно углубляюсь, это каждому понятно. Вот недавно годовщина была, причем круглая, 1571 год, взятие Москвы, второе, совместными, причем войсками. Там казачество участвовало, Запорожское. Ну, где-то в датах это стоит. Извините, Айдар. Да. Кто такой Иван Грозный? Полное дерьмо, на мой взгляд. Ну, я не буду сейчас его человеческие качества. Я беру его родословно. Его мать княгиня Глинская, Елена Глинская. Князья Глинские, их род идет от Мамая. Да, это известно, конечно. То есть он от Мамая, прямой предок его – это Мамай. Князь Алекса, имевший двух сыновей, один из них, значит, стал, там ушел, а второй остался. Вот князья Глинские, они вот на Ворскле жили, это был их родовой. Потом, когда они там с поляками не поделились, они ушли в пределы Московского княжества. Вот Елена Глинская и татары – это его одна ветвь, и вторая, якобы он происходил от Рюриковича, да? Рюриковича, Но как в кино. вообще-то он называл себя дословно в письме польскому сейму, который предлагал ему принять участие в выборах короля, и он бы сразу увеличил вдвое свою Московию, но он сказал, никаких выборов. Я природный государь, прямой потомок Гая Юлия Цезаря, Да, Октавиана Августа это Великого, точно, да, это точно. племянника Гая Юлия Ну, там Цезаря. у него была да. вообще замечательная история, как он вообще сватался к Елизавете, к английской королеве. Ну да, ему так вежливо объяснила, что... Вежливо? Вежливо объяснила, вот как-то так вот. Но И он тоже на нее обиделся, он страшно любил вот этот эпистолярный жанр, со всеми переписывался. Да, он его даже с это Курбским. шедевры, да. А вот с Курбским, Хамство в основном. Да. когда Курбский убежал, и вот он ему пишет, зачем же он затеял эту Ливонскую войну. Вот все там эти русские историки пишут, он хотел к морю там выход. И он пишет Курбскому, а если бы не твоя подлая измена, уже бы пол Германии было бы за православие. Понимаете? То есть он такой мистик был, как Путин. Черт Он не побери. мистик. Нет, ну смотрите, нет. Он у Путина был такая... шизофреник вообще. И это одно и то же часто. Вот Путин... Когда у него татары миссия в башке. монголо-татары захватывали Киев, да, они могли убить местное население, там, перебить, там, да, могли оставить.
Но вы знаете хоть один случай, когда, вот скажем, там, не знаю, там, через 100 лет, через 200 татары пришли там и заставили всех принять ислам? Не было смысла. А когда Иван Грозный брал Казань? Понятно. Геноцид. Первый геноцид. Раз. На А это- что он сделал с Едигеем? С ханом Казанским? Он его окрестил. Такого не было нигде никогда. Ну, То, да. что они себе позволяли, это даже не Но вот позволяли. это русско-мирное мессианство, оно же оттуда берет. Вот это их извращенная миссия, всех сделать русскими. И русский мир, это же не взялся с потолка Путин. Нет, Ему конечно. объяснили попы, ему кто-то книги эти дал, сам он читал там. И вот эта русская миссия, я к тому, что это не случайно, и что в голове у Ивана Грозного это примерно то же самое, что в голове у Путина, только, да, кстати, и оба не пользовались компьютерами. То есть, в принципе, одно и то же. Я вот о чем хотел сказать про нашу историю. Вот пример. Взятие Москвы. Еще одно было взятие раньше, когда Иван Грозный, вышеупомянутый, бежал в рубище в Александровский монастырь и с кинжалом без ножен к ханскому послу вышел, что значит, там, я твой раб, убей меня. Ну, крымский Подождите. Крымский хан – это царь. царь, они обращались в царь тогда. До да. 1700 года Царь, Москва платила дань крымскому хану ежегодно. Да, они царем называли. Царем То есть, называли. московский князь великий, он не мог назвать себя царем по Конечно. понятиям того феодала. Но он Да. присвоил себе этот титул. Они все присвоили. Слушай, если они русские, то о чем тут говорить дальше? Ну так вот. И вот мы уже живем в Новой Украине, и вот эта дата где-то записана, кто-то о ней знает. Почему за все прошедшие годы, вот, а почему не устроить в круглые даты, не устроить парад украинских войск, ну, небольшой парад, в связи с победой над московитами? Почему мы не создаем свою совместную историю, которая история побед? История побед. Их 2 взятия Москвы, это же не просто так. Это серьезно было, они признавали поражение. Да, потом был геноцид в Казани, потом он мстил там, боялся идти на Крым, понятно, через Украину, но он мстил по боку, по вассальным ханствам, да. Но почему мы до сих пор не воспринимаем победы Крымского ханства как победу Украины? Ну, мы вообще не воспринимаем даже свои победы. В свое время Ющенко в 2009 году пытался отпраздновать 350-летие победы под Конотопом. Конотопская битва, я помню. Там же тоже крымские татары участвовали, да. принимали участие. Гуляницкий оборонял Конотоп несколько месяцев, пока подошел Выговский с армией. С ним были крымские татары. Что они там учудили с московской армией, так это отдельная история. Ну так правильно, Такой был Ющенко в этом страшный случае разгром. был абсолютно прав. И вы же помните, что эту инициативу никто не поддержал в самой Украине. Там рассказывали, зачем это, вот, ну как это, ну это же вот так вот. Ну тогда же Легче братья, придется русские братья же были, так нельзя так обижать. Дело даже это, не да. в братьях, Ну, как дело в нет? комплексе, понимаете? Люди В комплексе меньшевартости в чем? Люди привикли плакати, привикли тужити за своєю Ага. важкою долею, що всі нам заважають. Это колониальная такая, постколониальный Вот синдром. это самое страшное. Вот это то, что Чехов когда-то говорил, что я по капельке выдавливал из себя раба. Вот мы даже к этому процессу даже не приступили, мне кажется. Именно вот нет. эта психология. Ну как не приступили? Но сейчас все-таки не так. Но сейчас есть определенное большое количество людей, Айдар. которые осознают себя украинцами. Огромное количество людей, я согласен, но это меньшинство. Это активное меньшинство. Вот то пассивное большинство избрало ту власть, которую мы сегодня. Но мы не литовцы. Ну так получилось. Вот опять про Литву. Я все время вспоминаю Литву, и у них вот, они могут между собой, и когда начинаешь заниматься, углубляться в литовскую внутреннюю политику, я своим друзьям литовцам говорю, слушайте, не рассказывайте мне. Для меня литовцы это единое целое, и они пасть порвут за свою страну любому. Вот у них есть какой-то такой переключатель, предохранитель. Они не дадут свою страну расшатать никогда. И даже там есть и такие же избиратели-популисты. И, кстати, нынешний президент, он тоже не из политики. И так далее. Но все-таки есть какой-то общий знаменатель, который не дает разнести страну. Может, и мы как-то подойдем к этому, потому что все-таки даже вот нынешняя власть, там разные люди. Там просто, вот, ну, это, я иногда это называю паранойя в ковчег. Да, там и те, и те, и те, и те. Но все равно все-таки линия-то выравнивается в ту сторону. То есть нет никакой пророссийской риторики, а наоборот, там, прерываем это, больше не будем, это, то не будем. Я не призываю сейчас обсуждать политику в деталях, но вектор все равно туда магнитом-то тянет Украину. Ну, как-то не можете да. справиться с ситуацией через какое-то время. Вектор есть, Да. это правда. И я вам скажу, мы можем проследить на интересную эволюцию. Возьмите Кучму. Кучма, став президентом, заявил, что национальная идея не сработала. Он был разочарован.
А когда он уходил, он написал книжку, которая называлась Украина, «Украина, не Россия». И, кстати, про целесообразность празднования Конотопской битвы тоже сейчас никто не обсуждает. Блестящая книга. Я читал, мне она очень понравилась. Я думаю, что Кучма писал не столько для украинцев, сколько писал для русских. Потому что мне прочитали, попытались понять, вот, что он имел в Попытки виду. тщетные, но ладно. Я думаю, что, наверное, они прочитали, но сделали неправильно. Ничего не поняли. Ничего Но так не как они поняли. поперлись в Украину, ничего не поняли. Да. И второй пример – это товарищ Зеленский. Вот он тоже там выступал за, как он говорил, равноправие, там какая разница, там и все прочее. Посмотрите сейчас, что происходит. Ну откуда? Вот почему он так резко, вот вектор у него вот поменялся вдруг как по щелчку? Понимаете, человек, который находится на высшем государственном посту, он, оказывается, не может мыслить иначе. Иначе ты не понимаешь страну, в которой ты находишься. То есть можно потыкаться в разные стороны, Пожалуйста, но но- понять в итоге, что вот дорога одна все равно. Понимаете, я думаю, это где-то понимал и Янукович, который все годы, пока он был президентом, он пытался имитировать из себя украинского Но президента. он был слишком бандит для того, чтобы... А вот когда его бандитское мурло Сущность-то вылезла, выскочило, и он считал, что у него все схвачено, и вот сейчас вот я тут, раз и все. Он поздно понял, что он не прав. Поэтому он сейчас в Ростове. Но вообще, я думаю, что носителем вот этого вектора европейского являются не президенты. Нет, конечно. Это является активной частью украинского народа, который осознает себя украинцами. Неважно, там ты хремлы, там, или важно, просто идея свободы и идея отдельности от того мира Ивана Грозного, который скоро живет. Айдар, а вот вы обратили внимание вот на представителей русского мира в Украине? Насколько они маргинально смотрятся? На фоне? Да, Даже да. пускай там плохо образованих там представників там національного там свідомої частини нашого суспільства. Они могут быть рафинированными, там, говорить с московским акцентом. Они там, но дальше, чем вот попеломница, это вот Оксана Марченко, да, которая там пошла там по монастырям, вот это всю там череп целый, вот на больше их не хватает. Да, почему? поцелуй череп это был феерично. Потому что Путин помог. Дело не в Путине. Вот понимаете, вот мое личное впечатление. Интересно. Вот это тупиковая ветвь цивилизации. Как-то совпало у нас ощущение. Это тупиковая ветвь. Они не могут, у них нет будущего, поэтому они смотрят назад. Так нет, они вот так по кругу двигаются. Ну вот как-то вот, понимаете, они вот пытаются найти черного кота в темной комнате. А его там нет. Они пытаются вызвать духов прошлого, вот этого великого русского мира. А ведь он придуман с самого начала. Поэтому они их вызывают, они не появляются. И они считают, что они вот мало целуют череп, надо еще поцеловать. Вот он точно сейчас должен появиться. Так Не они появляется. целуют все. Они светят, как космические корабли, в которых гайки откручиваются. Они Это нормально. ракеты окропляют, которые летят вот таким вот зигзагом и так далее. Но это деградация. Но все-таки они достаточно сильны еще. Но я такой вопрос задам. Человек, который так в историю погружен, наверное, может быть, будет интересно об этом порассуждать. Я надеюсь. Вот смотрите. Вот итальянский фашизм, перешедший в гитлеровский нацизм, слияние двух этих лун, попытка перевернуть мир, попытка построить мир на основе расовой теории, зверство, Холокост, война, гибель страшного количества разных самых людей, невинных и солдат, и мирного населения было больше и так далее. Потом поражение этой идеологии, денацификация, методами, о которых вы упомянули уже. И как бы немцы вернулись к себе. Да, американцы их вернули с англичанами, но они вернулись к себе, к своим бургомистрам, к своим этим земельным бундестагам и ландтагам там, и так далее. То есть, что было, они просто, значит, мы тут что-то немножко вот под наркотиками были, но сейчас вот мы откапались, и вот мы опять вернулись к себе. У меня вопрос такой. Вот в том, что эта Россия перестанет существовать, у меня нет сомнений. И даже не потому, что там я так мечтаю, просто я там прожил 43 года, я знаю, какая ненависть внутри. Это держится на каком-то избыточном количестве халявных денег, на преклонении там перед вождем, на культе русского мира. Я прошу прощения, что так долго, просто сейчас будет понятна мысль, да? Вот. На чем-то она держится там, как то говорит, и говной палки, ну и плюс еще нефть и газ, да? Это потерпит поражение, безусловно. И потерпит поражение сама идеология русского мира, вот это русского превосходства, которое чисто арийская история. Только, правда, они не арийцы никакие, и никакие не немцы, но вот о себе они думают так, что они носители какой-то сакральности, Путин видит себя, я уверен, значит, служащим месту в Софийском соборе в Стамбуле,
Это абсолютно так. Не зря попался в Сирию, на самом деле. Он не зря Крым взял. Он берет в клещи Турции. Что он там еще может устроить, я не знаю. Но это далеко идущий его там маниакальный, может быть, шизофренический, может, мессианский в их понимании план. Но все это, конечно, потерпит поражение. Любым способом, но потерпит. Потому что это тупиковая ветвь, абсолютно согласен. Там нет развития, там нет лидерства, там воровство одно, так сказать, и паразитирование. А куда русским возвращаться-то? Вот проведем мы сейчас дерошизацию какую-то. Объясним с помощью тех или иных оружий, экономических санкций, разрушения государства, там, международного контроля. Не все. При слове «Великая Россия» все сидят тихо, как при слове «Великая Германия», там все из сауны выходят. Вот здесь в Германии кто скажет, в Германии юберали, там все сразу из сауны выходят, просто чтобы не быть с этим человеком в одном месте. Да? Куда им возвращаться? Новгородская и Псковская, европейские вот эти островки были полностью уничтожены. Сначала Александром Невским, потом заасфальтированы Иваном Грозным, который вот как основатель этого всего мы упоминаем. Куда и что будет с Россией тогда? С нынешней Россией? Куда им возвращаться? На какие части делиться? Что это будет потом? Ведь это же не исчезнет. Океаном это не зальет. Смотрите, Айдар, я не хочу, чтобы меня восприняли как человека, который, в общем-то, пытается кого-то обидеть. Нет, мы же Но спокойно я рассуждаем. просто попробую объяснить то, что я вижу и чувствую. Вот у испанцев есть такая замечательная традиция, это коррида, да? Что такое коррида? Я знаю, мне Берут Лось Подеревянский быка, рассказывал, да. Быка, подробности. понимаешь? Он бежит, и он готов сейчас всех там на рога поднять. Они там от него убегают. Они получают удовольствие от дикого быка, который, в общем-то, может быть, искалечить любого, да? И этот бык абсолютно никакой пользы не представляет. Он просто дикий, дурной, бегущий. А вот представьте себе, что такое вол. Ну, с точки зрения физиологической. Ну, вроде бы то же самое А формально. чем он отличается от быка? Ну, тем, что от него польза общества. А почему от него польза обществу? Понятия не имею. А его кастрировали. И он перестал быть диким. Он перестал рогами махать. Он упрягся в этот возик. Повезли. Пускай на меня никто не обижается. Но американцы кастрировали японцев агрессивных и немцев. Как будто и не было ничего, да. Вы понимаете, вот вы говорите, вы посмотрите, что сейчас происходит. Едет зам фракции «Зеленых» на Донбасс. И говорит, боже, там же война идет. Надо помочь украинцам. Он возвращается к себе в страну, а президент говорит, на чем? Не. Вы можете себе представить 100 лет назад такую реакцию немцев? Ну, воинственность как отрезала. Они да. же были воинственные, они же были агрессивны. Сейчас они дуют на воду даже слишком. Они дуют 2 на воду. мировые войны развязали. Вы понимаете? Они были готовы вот мир перевернуть. И американцы сделали из них волов. Хороших, трудолюбивых. Которые себе пользу приносят окружающим. Но абсолютно не агрессивных. И это заняло очень длительный период. Им было куда вернуться. Но их кастрировали. Им было куда Вы вернуться. понимаете, вот этих вот всех повесили, расстреляли, вот этих нацистов, да? Показали народу, что происходит, денацификация. Это были страшные вещи. И потом 70 лет вот такого развития в условиях оккупации, по сути дела. Да, суверенная страна, но 200 танков у той же Германии. Да понятно. Это меньше, чем у ДНР. Ну, им было куда возвращаться. Теперь Японцам смотрите, было куда возвращаться. Теперь что происходит с русскими? Ну. Вот они в том же состоянии, в котором когда-то были японцы и немцы. А кто их кастрирует? Образно говоря. Есть сила, способная сделать вот сейчас в условиях ядерного оружия, так как это было с Германией и с Японией? Нет. Поэтому они будут угрожать миру и дальше. Они будут быковать. Вот в прямом смысле. Ну, Советский Союз-то кастрировали, но не долечили. Нет, не его, было его, лечения. его не кастрировали. Ну, был момент, возможность-то была в 91 году. Просто Запад такой обрадованный был, такое счастье было, просто опьянение от успеха. Все, СССР выходит отовсюду. Они даже просили литовцев остаться в Советском Союзе. Так им было хорошо тогда. Но они украинцев просили. Американцы Ну, приезжал слава Буш. богу. Да, то же самое, да. На самом деле поражение в холодной войне Советский Союз признал. Потому что руководство было вменяемое. Та же самая ситуация, когда после Первой мировой войны немцы ведь были во Франции. И вдруг объявили мир. Немецкие солдаты, которые находились в окопах во Франции, не понимали, почему. Мы же вот, вон, Париж. Париж, да. В чем? Это предатели. Вы посмотрите сейчас риторика вот этих вот реваншистов в России. Та же, что у Гитлера. Один в один. И расизм – это, в общем-то, попытка сказать, что нас предали, мы не проиграли. А раз мы не Один в проиграли, один, мы обязательно попробуем взять реванш. Конечно. Поэтому вот после Второй мировой войны немцам уже объяснили все. Они были разгромлены,
окончательно. Вообще не было понятно, что с ними будет. Они вообще думали, что Но их вообще все-таки всех с русскими уничтожат. перспектива есть какая-то? Ну, как-то Лично мое мнение ну, следующее. Если не будет следующего технологического скачка, который способен будет нейтрализовать ядерное оружие, условный железный купол. вот я не знаю, как это будет Ну, называться. перехват ракет на территории... Если да. будет способность военным путем решить проблему с минимальным количеством жертв, тогда какие-то варианты возможны. Нет, они будут предоставлены сами себе и будут дальше вот вести себя так, как они ведут. Я не вижу перспектив того, чтобы там произошла какая-то эволюция. Абсолютно. Посмотрите. То есть все попытки трансформировать эту страну, сделать из нее более-менее цивилизованную, заканчивались только в том случае положительно, когда что-то оттуда отваливалось, как Финляндия или Польша. И вот они как-то вот пытались отгрести, чтобы их не затянуло в воронку, и попытаться сделать что-то свое. То же самое, как сейчас с Украиной. Да. Почему российское руководство сегодня так агрессивно? Потому что они очень боятся, что у Украины получится. Это пример. Конечно. Но без Украины нет рейха этого. Ну, нету. Поэтому... Ой, это была самая интересная беседа с Андреем Ревой, которую я давно про нее мрив. Вот. Представляете себе, какие у нас были министры социальной политики, с каким знанием истории, с каким бэкграундом и с каким интеллектуальным багажом. Но не все в прошлом. Я уверен, что и вы найдете свое место еще в государственном управлении. И я считаю, что все, что делает Украину сильнее, и все, кто делает Украину сильнее, они, несмотря в оппозиции, они там не просто вне власти, они все равно составляют костяк этой страны. Айдар, вот есть очень хорошая в украинской литературе поэма о том, как о 3 братьев, бежавших из Крыма. И вот когда бегут, а маленький, самый меньший, вот он не может бежать. И говорит, нет, мы не можем убежать, если он останется. Мы должны ему помочь. Вот сегодня национальным вопросом, национальным номер 1, это вопрос даже не Донбасса. Это вопрос Крыма и крымских татар. Если украинцы позволят раздавить крымских татар, украинцев и Украины больше не будет. Это предательство, которое пережить украинцы не смогут. Поэтому если это государство, наше руководство не понимает, значит, это будет другое руководство. Логично. Я убежден, что вот будущее Украины — это Крым и это крымские татары. Вот если мы сумеем защитить их, тогда мы сможем защитить себя. Это вопрос достаточно. Если мы их кинем, если мы не поможем, если мы отвернемся и будем там рассказывать, да ну что вы, там большая политика, это будет конец Украины. Это мое глубокое убеждение. Спасибо, Андрей, за эти слова. На предательстве не строится государство. Совершенно верно. И не выиграются битвы за независимость. Спасибо большое Андрею Реве за то, что был с нами. Невероятно интересная беседа. Я уверен, что вы еще раз убедились в том, что не зря смотрите телеканал АТР, и многие помогают нам через Patreon, другими способами. Мы вам страшно благодарны. И, как всегда, до следующей встречи в эфире АТР. Крым, Сербия, Столаджах.